Ну а о культурной жизни и туристических перспективах белого города, как называют Ашхабад, расскажет мой коллега Роман Бирюков. Роман, растет ли число тех, кто выбирает Туркменистан для отдыха и чем удивляет страна? Наибольший интерес к Туркменистану у туристов из России, Китая, Ирана, США. Чаще всего приобретаются групповые туры продолжительностью 7-10 дней. Среди популярных объектов – древние города Ниса, Мерв, а также пустыня Каракумы. Туркменистан – это страна, где праздник могут устроить на ровном месте. А уж если это свадьба, то гуляют все. Родственники, соседи и даже коллеги. А женятся и выходят замуж в этом году в Ашхабаде с рекордными показателями. Весной зарегистрировано уже около 500 браков. А в среднем в столице за год играют порядка 5000 свадеб. Я сама недавно была невестой и хорошо понимаю ее волнение. По нашей традиции именно я должна за руку вести невесту в дом. Но просто так свое место самой младшей невестке я не уступлю. Я не отпущу ее руку, пока наша свекровь не преподнесет мне подарок – красивый отрез ткани и золотое кольцо. Туркменистан удивляет размахом строительства. Умный город мечты Аркадак стал визитной карточкой страны. Идея возникла в 2018-м. За 5 лет удалось возвести 336 зданий, среди которых жилые дома и административные объекты. Инновационные технологии вышли на первый план. При плотном трафике сам светофор автоматически освобождает дорогу, то есть уменьшая свои секунды. Это все происходит согласно умной системе. Площадь Аркадага 1000 гектаров. В городе живут порядка 70 тысяч человек. Он получил свое название в честь национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова. Ахалтыкинские кони – гордость страны. Даже изображены на государственном гербе. Эта порода лошадей считается одной из самых красивых в мире. Традиционный промысел – шелководство – еще одна гордость туркменского народа. В дальнейшем мы планируем увеличить объемы инвестиций в шелководство, что позволит нам создать дополнительные рабочие места для нашего населения, повысить производство ценного сырья. Производство шелка в Туркменистане вышло на новый уровень. Фабрики модернизированы и оснащены современным оборудованием. Также изготавливают материал для пошива государственных флагов и пан-бархат. Роман Бирюков,